Эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Узнаем о эпидемиологической ситуации в регионе на 15 часов 27 апреля. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день. Всех с Днем Республики. В этот праздничный день мы сейчас закончили только что заседание оперативного штаба. Ситуация у нас без особых изменений. Есть рост за последние сутки на 7 человек. Это город Якутск в первую очередь, где 6 у нас новых случаев зарегистрировано. Все они в целом по группе ранее выявленных уже больных, в том числе и, к сожалению, есть увеличение по медикам офтальмологической больницы, есть увеличение по ранее выявленным уже другим больным. И один случай у нас предположительно по Хангаласскому улусу тоже сейчас обрабатывается. Хочу сказать, что, конечно же, по городу Якутску мы видим серьезное увеличение больных на протяжении всей недели. У нас уже больных с учетом ранее привезенных из других районов сейчас 59 человек только по городу Якутску, которые находятся в инфекционных стационарах. И здесь надо особое внимание обратить на ограничительные мероприятия, которые по городу проводятся. К сожалению, мы видим, что во многих местах, в том числе в общественных местах, таких как магазины, масочный режим не соблюдается, не соблюдается социальное дистанцирование. Глава города сейчас доложила о том, что также у нас количество поездок на общественном транспорте в эти выходные превысило то количество, которое было неделю назад. А ситуация по городу Якутску, еще раз говорю, далека от стабильной, она наоборот ухудшается. Поэтому мы приняли решение по предложению главного санитарного врача с завтрашнего дня по городу Якутску и по тем территориям, где у нас режим самоизоляции должен соблюдаться, это наше крупнейшее муниципальное образование, мы вводим в общественных местах во всех исключительно масочный режим. Это и в общественном транспорте, это и в магазинах, это в других общественных местах, в которые люди бывают, в том числе, в первую очередь, еще раз говорю, находясь на улицах городов нашей республики. Это абсолютно необходимо, потому что мы, еще раз говорю, по городу Якутску сегодня испытываем самое большое беспокойство в части развития дальнейшей эпидемиологической ситуации. Если ситуация по городу у нас будет уже стабильна, пойдет на убыль, то мы, конечно, поймем, что уже в целом в республике ситуация у нас точно под контролем, так же, как она сейчас стала под контролем после введения жесткого режима карантина по городу Алдану, где уже 4 дня у нас нет ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией, а те случаи, которые были на прошлой неделе, они зафиксированы у нас исключительно внутри обсерватора. То есть мы еще раз убеждаемся в том, что жесточайшие ограничительные меры, которые по Алдану были введены, меры карантина, они все-таки сыграли свою роль, и ситуация сейчас под контролем. Хочу также сказать, что на сегодняшний день по Чаяндинскому месторождению заканчивается обработка анализов. Ситуация там достаточно, на наш взгляд, далеко от оптимистичной по количеству выявляемых больных. И, конечно же, сейчас мы с руководством «Газпрома», с руководством федеральных министерств будем вести работу над тем, чтобы именно на территории самого месторождения, вахтовых поселков, были развернуты мобильные лечебные учреждения для лечения больных легкой и средней степени тяжести именно там. А вывоз больных был только в случае уже экстренной необходимости. Такая работа тоже необходима, но при этом хочу еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день вся территория Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения объявлена мною зоной карантина и находится на полном запрете на въезд и выезд оттуда людей. Еще раз хочу повториться, что скоро у нас будут майские праздники, и в этих условиях все-таки соблюдение режима самоизоляции, оно особенно нам нужно. Не хотелось бы, чтобы праздничные дни, такие как День Республики, как майские праздники, наоборот, послужили каким-то толчком для дальнейшего расширения ареала эпидемии на территории нашей республики и ее дальнейшего усиления. Хотелось бы, наоборот, чтобы в эти праздничные дни мы провели как можно больше времени все-таки в самоизоляции, в кругу своей семьи, для того, чтобы уже после майских праздников спокойно перейти к нормальному режиму работы. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 15 часов 27 апреля.
В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 4 дня нет положительных результатов заражения коронавирусной инфекцией в Алданском районе. На сегодняшний день уже 2 дня мы не получаем положительных результатов на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все контактные лица обследуются в плановом порядке, обследуются лица, находящиеся в инфекционном отделении, в провизорном отделении, в обсерваторах, лица контактные по рейсу. Положительные результаты не приходят, это очень радует и добавляет оптимизма. На сегодняшний день в обсерваторах находится 48 человек, 11 из которых в Куранахском обсерваторе, это лица контактные по рейсам, и лица контактные по заболевшим людям, оставшиеся, находятся в Алданском обсерваторе. Полицейские продолжают рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение требований указа главы республики о режиме повышенной готовности. Так, в ходе патрулирования были выявлены нарушения со стороны 2 жителей Якутска, которые находились вдали от дома в ночное время в общественном месте без уважительных причин. Судом нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей каждому. Также участковыми уполномоченными полиции на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 по Вилюйскому тракту выявлены 5 граждан, нарушающих режим самоизоляции. Правонарушители привлечены к административной ответственности, материалы направлены в суд для рассмотрения. Отправка новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва из-за ситуации с коронавирусом, начнется после 20 мая. В армию пойдут служить 135 тысяч человек. По информации Минобороны, военкоматы работают в условиях противоэпидемического режима. Все сотрудники обеспечены средствами защиты и тест-системами. Изучение призывников проходит удаленно с использованием интернета. На пути исследования к местам прохождения военной службы призывников будут сопровождать офицеры, обеспеченные медицинскими масками и медикаментами. Каждый призывник перед направлением будет протестирован на коронавирус. Оперативная группа МЧС Якутии вылетела в Ленский район для выполнения задач по безопасному пропуску весеннего половодья. Нижняя кромка ледохода находится в районе Визирной Киринского района Иркутской области. До границы с республикой остался 121 километр. Напомним, что всего в Якутии запланирована работа 9 оперативных групп численностью свыше 150 человек. Вскрытие ряда рек на территории республики ожидается раньше многолетних сроков. Отмечается, что на Лени у поселка Витим Ленского района начались подвижки льда на 6 дней раньше первоначальных прогнозов. Днем ожидается подвижка у поселка Пеледуй. На Средней Лени продолжается повышение уровней воды от 5 до 20 сантиметров за сутки. Наблюдается вода на льду из окраины. В верхнем течении реки Нюя, левый приток Лены, отмечается подвижка льда. По информации гидрологов, на реке Тяня в Алекминском районе подвижка льда началась 26 апреля. В ближайшие 2 суток здесь ожидается ледоход, что на 7-8 суток раньше нормы. Кроме того, на всем протяжении рек Алдан, Вилюй и их притоках суточный рост уровня воды составляет 5-15 сантиметров. Отмечаются ледостав и вода на льду. В Нюрбинском районе в ателье Серге за 2 недели сшили 1000 масок. Также помимо этого начали изготовление защитных костюмов для медработников и сотрудников управляющих компаний, которые занимаются обработкой подъездов многоквартирных домов дезинфицирующими средствами. Сейчас мы занимаемся только масками и дополнительно начали делать защитные костюмы. Там у нас получается 2 вида. Один вид это для обработки помещений и подъездов, и второй вид это для медиков. Ткани состоят очень разные. Во-первых, для уличной работы, да, для обработки нужно более плащевую ткань, чтобы она не пропускала влажность, во-первых. А для медиков мы делаем более дышащий материал, так как они находятся в помещении, чтобы дышалось легко, чтобы одевалось легко. Мы сделали бязь. И все, в принципе, подходят ткани, хлопчатобумажные.
День республики впервые пройдет в онлайн-режиме. Праздничная программа началась с радиотрансляции песен на Якутии по проспекту Ленина. В социальных сетях стартует акция по чтению стихов, исполнению песен о родном крае, участники которой в национальной одежде виртуально передают флаг республики под хэштегом «Всем сердцем Якутия с тобой». В округах и пригородах будут организованы онлайн-флешмобы, квизы, конкурсы, фотоконкурсы, акции, выставки, викторины. Подробнее с программой празднования можно ознакомиться на сайте yakutsk.rf. Якутяне продолжают поздравлять друг друга с Днем Республики. Уважаемые якутяне, дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем нашей Республики. Сегодня мы встречаем этот праздник в необычное, сложное для нас время. Я как медик, врач должен сказать признание к руководству нашей республики и Министерству здравоохранения республики за ту огромную слаженную работу, направленную для охраны здоровья населения нашей республики от коронавирусной инфекции. В эти дни тысячи медиков по всей республике круглосуточно ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, выполняя свой профессиональный долг. Пользуясь случаем, хочу поздравить родной коллектив Республиканской клинической больницы номер 3, всех коллег-медиков, всех жителей республики с этим замечательным праздником и пожелать доброго здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов и удачи во всем. С праздником, дорогие друзья! Нам всем очень много чему есть поучиться у жителей Республики Саха-Якутия. Но главное, что я хочу сегодня подчеркнуть, это то уважение, тот пиетет, та священная память, которую все якутяне испытывают в адрес великих предков, основателей государственности Республики Саха-Якутия, тех, кто своими делами заложили фундамент процветания в сегодняшние дни. Вместе с почтительной любовью к своей земле это является залогом процветания в наше неспокойное время. Я уверен, что очень скоро мы победим невзгоды, с которыми мы сейчас сталкиваемся, что вирус отступит, и Республика Саха-Якутия, все якутяне будут смело идти вперед к новым достижениям и новым победам. А Камчатский край будет всегда рад участвовать в реализации совместных проектов. Иттык-тыбылах Саха-Сирин Олохто-Охторо, Саха-Сире Үрдю Сайда Турохтун, Багарабын Ütюну Джолу Ситехи-Лери. Русские матрешки теперь носят маску и платок с узором из молекул коронавируса. Новый лук расписным куклам создала художница Тамара Корьева из Нижнего Новгорода. Вместо румяных щечек и красивой улыбки мне пришлось изобразить ее в такой вот грустной голубенькой маске, потому что время у нас такое наступило. Ведь народные промыслы всегда живут в условиях того времени, в котором находятся, объяснила художница. Однако мастер уверена, что пандемия отступит и мир вернется к прежней жизни, а такая матрешка будет только напоминанием о тяжелом периоде. Поэтому несколько кукол Тамара изобразила в форме традиционной неваляшки, которую невозможно уложить на бок. Шуточным вариантом игрушки художница призывает людей на самоизоляции не огорчаться и не расстраиваться. Это самая старинная мельнинская роспись, которая... Вместо румяных щечек и красивой улыбки мне пришлось изобразить ее в такой вот грустной голубенькой маске. Ну, потому что время у нас такое наступило. Наверное, как сувенир, сувенир того периода, в котором мы сейчас находимся. Вот я даже иногда подписываю ее, что это 2020 год, 2020 год, период пандемии, когда всем нам было очень тяжело. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.